Сцяпан, добрый дзень. Хацеў бы пачаць нашу размову з канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады вы з сям'ёй пераехалі ў Лепель, дзе вы пачалі займацца спортам. Далей у вас быў Новаполацк, Менск, а першым трэнерам у вас быў бацька. Чаму вы выбралі менавіта самба, не скажам больш рэйтынгавае дзюдо ці барацьбу? Як усё пачыналася? В мое время дзюдо и самбо были смежные виды спорта. В дзюдо были разрешены броски в ноги, поэтому я, в принципе, занимался сначала дзюдо. Я выступал на соревнованиях как по дзюдо, так и по самбо. По дзюдо был чемпионом республики по молодежи и 5-е место на чемпионате Европы среди молодежи занял. Но потом переключился больше на самбо, выиграл Европу по юношам. И все равно параллельно мы тренировались и иногда выступали по дзюдо. Но сейчас правила дзюдо немножечко под меня они не подходят, поэтому уже долгие годы самбо стало для меня родным и любимым видом спорта. Ну, ось а цяпер ужо нашыя дні, вы выдатны спартовец, чэмпіён свету, Еўропы. І вось што здарылася? Чаму вы сталі ізгоем, калі можна так сказаць? Калі падпісалі знакаміты ліст спартоўцаў, ці што здарылася? Ну, у нас сейчас такие времена удивительные, что когда ты говоришь правду или ты смелый, то другие люди, которые не хотят слышать эту правду и немножко им не хватает смелости, им выгоднее ставить такую позицию, делать другого человека виноват. Далей на вас пачаўся ціск, вас звальняюць з рэспубліканскага цэнтру падрыхтоўкі ў стайках, але тым не менш вы працягваеце трэнавацца і выступаць на турнірах. Як такое адбываецца? Ну, у меня еще в сентябре сняли президентскую стипендию, которую я заработал еще за чемпионат мира прошлый. Это основная, в принципе, такая вот сумма денег. Ну и потом не продлили контракт на следующий год в РЦОПе стайках. Ну, это не повод останавливаться. Я верю, что скоро это закончится, а желание выступать и бороться, оно у меня есть. Поэтому я стараюсь дальше готовиться, выступать. Конечно, иногда сложно где-то взять себя в руки и тренироваться. Но я не заставляю себя тренироваться, я тренируюсь в удовольствие. И когда настанет то время, когда будет свобода и не будет лишних мыслей, и свои силы буду тратить именно на спорт, я еще обязательно хочу выступить и показать, на что я способен. Ось недавно скончыўся чэмпіянат Беларусі па самба, дзе вы занялі 3-е месца. Зноў саступілі гэтаму амапаўцу Кругліку, які увогуле тады перамог. Што здарылася? Чаму зноў не атрымалася? Аднак, калі было ўзнагароджванне, палац спорту, все аплодисменты были менавіта вам. Саша – это обычный спортсмен, который откомандирован в сборную. И за последние полгода он посещал сборы в стайках гораздо больше, чем я. И он, в принципе, готовится. Да, мы с ним год назад боролись в категории 82 килограмма, когда я также готовился, ни о чем не думал, не было никаких таких событий. Я его выиграл на соревнованиях. Потом начались такие события для меня, там, где думаешь не только о спорте. Касаемо самого соревнования, да, были какие-то факторы подготовки, немножечко форсировал, но все равно мне хватило времени подготовиться. Я был в хорошей форме. Сами понимаете, атмосфера, которая происходит сейчас и в зале, атмосфера в команде, она, конечно, немножечко заставляет меня выступать и вести поединки немножко по-другому в эмоциональном плане. В эмоциональном плане я абсолютно спокоен, не реагирую ни на какие провокации, но в то же время нету спортивной злости. Если вспомните чемпионат Европейских игр в Баку, на мое лицо, когда была злость, когда меня никто не останавливал, то здесь было абсолютно спокойствие кота Леопольда, несмотря на всякие провокации, просто выходить и бороться, и мы поборолись, я немножечко проиграл, ничего страшного, это же не повод останавливаться и расстраиваться. Тым не менш, у вас яшчэ будзе магчымасць адабрацца на чэмпіянат свету. Ведаю, што ў верасні ў Менску будзе міжнародны турнір. Як вы будете да яго рыхтавацца і ўвогуле, як цяпер праходзяць ваши тренингавыя заняткі? Я скажу сразу, что здесь тоже немножечко ситуация меняется у нас с каждым днем. Зависит от каждого слова, свободных спортсменов, которых очень хорошо служат, которые ничего не значат, которые никому не нужны, и вообще никто. Читают каждый комментарий их инстаграма, каждую статью прослеживают. И, в принципе, вся ситуация касаемо каких-то отборов и моментов, она из-за этих слов она резко меняется. В принципе, если ситуация затянется надолго, то бороться будет сложно, и, наверное, у меня не будет желания дальше выступать, отбираться. Я верю, что все скоро поменяется в ближайшее время, и появятся новые силы, позитив, и тогда будет возможность подготовиться, отобраться, выступить.
Ну, будем ждать. Как бы сейчас останавливаться и думать о том, что будет, ну, не повод. Готовлюсь, держу форму и с радостью выступлю на любом ближайшем старте, где будет возможность. Як вам змены на кіроўным мастку нашага нацыянальнага алімпійскага камітэту? Для чаго гэта было рабіць, калі і былы глаўком НАКа і ўжо цяперашні знаходзяцца пад санкцыямі? Навошта гэта было зроблена? Ну, я не знаю, это какой-то такой вот момент, который, ну, поменяли одного на второго. Что они хотели показать, что доказать. Тут много всякой информации разной. Ну, я думаю, мы про это узнаем чуть позже. Почему было сделано так, и узнаем про результат, который, ну, вызовет вот это вот такое вот собрание. У краіне распачаўся футбольны сезон, знакаміты клуб крумкачы не дапусцілі ў эліту, а тым часам шмат футбольных фанатаў пачалі байкатаваць спаборніцтвы, маўляў, не час падтрымліваць сваіх улюбёнцаў, бо такая ситуация в Украине. Як вы это прокомментуете? Ну, сейчас на самом деле не до спорта. Спорт отходит на второй план. Как мне, как спортсмену, конечно, нужно держать форму, да, и хочется побороться. Ну, глядя на все виды спорта, на всю атмосферу, то, в принципе, все так происходит. Касаемо футбола, действительно, болельщики хотят болеть, чтобы быть в безопасности. Сейчас, видите, как бы, если собираешься в группу больше 50 человек, то можно не вернуться домой. Поэтому все сложно, все тяжело. Люди устали, хочется справедливости. И когда она восторжествует, все будем наслаждаться нашими любимыми видами спорта, футболом, борьбой и радоваться. Чэмпіянат свету по хоккею у нас отобрали, по пяціборстве адабралі. Невядома, под якім сцягам будзем выступаць на Алімпіядзе. Што яшчэ патрэбна зрабіць спартоўцам СОС-БАЙ і ўсім зацікаўленым, каб нас пачулі? Самая главная проблема то, что нас не слышат, да, и когда мы пытаемся говорить, опять пытаются всякими вещами закрыть нам рот, где-то что-то про нас придумать, развести какую-то клевету, скрыть правду. Ну, понимаете, такая ситуация, что нам бояться нечего, ну, мы говорим правду. Если какая-то ложь сейчас про нас, она рано или поздно раскроется, люди знают правду, да, как это есть. А тем людям, которые сейчас придумывают, скрывают правду, делают какие-то подлые вещи, правда рано или поздно вскроется, вот им на самом деле нужно задуматься над этим, что они сейчас делают. Потому что все это пройдет рано или поздно, нужно будет жить дальше. Ну і напрыканцы размовы ваше стаўленне да таго, што незалежных журналістаў, якія сумленна выконваюць сваю працу, пазбаўляюць волі і увогуле чаго вы чакаеце ад цяперашняй вясны? Касаемо журналистов, это вообще дико, на мой взгляд, когда люди выполняют свою работу и их садят. Когда они говорят правду, их садят. Это также и в спорте. Нельзя, наверное, давать интервью незалежным прессам. Даже в контракт внесли этот пункт. Но это ужас. А свобода слова – это главная ценность. От весны я жду, в принципе, что мы все-таки дойдем до диалога, нас услышат. Просто сейчас многие находятся в спячке какой-то такой, и большая часть народа как бы в эту спячку поддерживает, как бы такая вот роль актеров, да, которые немножко считают, что это норма, и пытаются основную часть народа убедить, что это норма. Но, слава богу, большинство понимают, что это не норма, что так жить нельзя, что нужно что-то менять, что нужно договариваться. Поэтому я очень верю, что к концу весны мы придем к этому именно правильному и волшебному слову «диалог» и решение наших проблем. Нагадаю, што мы размаўлялі са Сцяпанам Паповым, чэмпіёнам свету і Еўропы па самба. Дмітрый Суханович, Белсат.